Похваленный Иисус Христос, сегодня особливый день для нашей парафии. Дети з наших сім'їв приймуть перший раз у своє серце очищене через сакрамент сповіді найсвятейшее тіло і кров Ісуса Христа. Таким чином стануть удільниками життя вічного. Бо Христос каже, хто споживає тіло моє і п'є мою кров, буде жити вічно. Припомним же і ми собі свою першу комунію. І odczynić w sercu, aby zawsze mieć prawną i pragnąć Bożego chleba. Особливо будем молиться за tych, кто pierwszy raz przyjmie сегодня Jezusa w Eucharystii, za ich батьков i семьи, a tak samo za всю нашу парафию, aby z każdym годом увеличилась колькость святовых удельников Вечери Панской. Przez moment świętar wyjdzie na ulicę перед костёлом до собранных там разом с батьками детей, как після батьківського благословення і урочистої процесії увійти у костюм на святу Імшу. Нехай сьогоднішню нашу зустрічу наповняє дух спокою і молитви у єдності з усіми християнами, злученими враз Евхаристію. Похваленный Иисус Христос. Дорогие батьки, коли вы были маленькими, дорогие дети, коли вы были маленькие, ваши батьки принесли вас в святыню, и там вы приняли святых роз. Тогда Бог учинил вас своими детьми и призвал, как вы жили в единстве с Иисусом. Нехай гэтая освяченная вода, якую я вас окроплю, припомнить вам про тое, что вы з'являетесь детьми Божьими, а Пан Иисус нехай знову вас покличе до единства с собою, как гэтае поєднання найбольш ажыццявілася, калі вы падчас святой імшы у першы раз прымеце святую камунію. Моліться. Пане Иисус Христе, Ты сказал, дозвольте детям приходить до меня. Погляди ласкаво на гэтых детей своих, якія першы раз прымуць хлеб жыцця. Учыні іх сэрцы годным прытулкам для сябе
и одари их живою верой, надеей и горячою любовью. Пане, збери разом детей и их батьков при Твоим столе, які живешь и владаришь на веки вечные. Побажаний ksiądz Prokop, перед супольністю нашої парафії, а дня батьків собраних тут дітей, звертаємося до вас з просьбою уділити нашим дітям першу комунію, щоб вони могли з'єднатися з нашим Спасом і йти з ним про все життя аж до вічності. Наши дети рыхтоваліся до гэтай важной падзеі праз удзел у занятках рэлігіі. Мы таксама стараліся, як умелі, падрыхтаваць наших дзяцей да сённяшняй урачыстасці. Дорогие батьки, вы принимаете на себе великий обовязок допомагать своим детям быть с Богом раз Иисуса, раз удел у недельной святой мши и религийную эдукацию, якую штогод повинны протягивать раз удел у занятках религии. Вы первые повинны подтримливать их любовь до Бога и допомагать им жить верно по воле заповедей Божьих. Ваш батьковский приклад потребный так само и тем, кто еще далеко от Бога, как узрушенные вашим безупынным клопотом об избавлении душ, яны вернулись до Бога и полюбили Его щирым сердцем. Нехай же тыя, якія жадаюць прыняць найсвятейшее тело Пана Иисуса Христа у часе этой Евхаристии, отрымают ваше батьковское благословение. Дорогие дети, просите своих батьков, как вас благословили. Любимо нашу маму і папу, перед тим, як приймемо Пана Єсуса в своє серце, просимо вашого благословення, просимо об молитві до Пана Бога, щоб ми своїм життям свідчили об вірі і любові Христової, щоб кожен з нас був для вас радістю і допомогою у щоденному житті. Теперь, батьки, покладите руку на голову вашего дитяти и повторяйте за мною. Нехай Бог благословляє тебе. Нехай заховує ад усього злого. Нехай веде тебе і стереже. Как узрастал ты у ласці і любові Божої. Нехай Маті Божия оховує і навчає тебе. Как был ты потехою Костела и Батьковщины. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Теперь, дети, запрошаю, как мы разом урочисто увошли ближей алтаря Пана, где сегодня первый раз приймете Пана у своє серце. Просим. Я тішуся, бо радость дав мне Пан.
радость дал мне Пан. Я тешусь, о, радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Я тешусь, о, радость дал мне Пан. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будет с вами усими. Дорогие парафиане и гости, уже не раз мы збирались около алтаря Пана, как удзельничать у святой мши, але сегодня хочем пережить эту Евхаристию с большей радостью, бо еще 30 наших молодых парафиан впервые примут Иисуса Христа у Святой Коммунии. Это великая хвилина для всех нас, особенно для вас, дорогие дети и молодь. Добро запомните, что полный удел у Святой мши здійсняється праз принятие Святой Коммунии. Тому викажте удячность за этот дар и скажем Пану Иисусу, что мы хотим Его любить и перепрошаем за все наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за усёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвала на вершине Богу, а на земле слава людям доброй воли. Кланяемся верно, прославляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе, великой хвалы Твою, кланяем Божа благодать небесный, Божа Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, baranku Boży, Synie Ojca
над нами, які бережте святим, які свято, прийми моління нашої, які святиш права ручайся, змилуйся над нами, Богородний ти святий, Богородний ти наш Пан, Богородний ти найближчий Єсус Христе, з Духом Святим упорайся. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. Молимся. У всемогутный Боже, мы верим, что Спаситель свету пробывает с собою в славе. Выслухай наши покорные просьбы, и дай, как сгодно с Его обетанием, мы отчували, что И Он застається с нами аж до скончания свету. И яки с Тобою живи, владарицу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Amen. Сядьте тут, выслухать Слово Божие, и хто читає наша. Читание книги Деял апостолов. Коли Иисус вознесся на небо, апостолы вернулись в Иерусалим с горы, называемой Оливой, что неподалеку от Иерусалима, на отрезности субботней дороги. И коли вошли, поднялись в святилищу, где находились Петр и Иоанн, и Якуб, и Андрей, Филипп и Томаш, Варфоломей и Матфей, Якуб Алфеев и Симон Зелот, и Юда Якуб. Все это совместно открывали в молитве разом женщины Марии, мать Иисуса, с братами Его. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Веру, что вашу, да пребываем в Украине живем. Веру, що вашу, да пребываем в Україні живем. Панує світло і моя кого ж не бояться, Пана побожиться Твоего, кого ж не бояться. Веру, що вашу, да пребываем в Україні живем. Одного я прошу, Пана, и только как жизнь недавно Пана все дни життя моя, как созидать Господа, и наведывать я благословенну. Веру, що вашу, да пребываем в Україні живем. Почувание голос мой, как вечный, смилуйся надо мною и откажи мне. Я тебе Боже, мое сердце, шумайте его вечно. Веру, що вашу, да пребываем в Україні живем. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованы, коли приймаєте уділ у муках Христових, радуйтеся,
каб быў час аб'яўлення славы Яго, вы усцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівы, бо Дух славы і Дух Божий спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць, як забойца або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць, як хрысціянін, няхай не саромецца, але праслаўляе Бога за гэта імя. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Jezus узнял очи своє до неба и сказал: «Ойче, пришла година, услав Сына Своего, как и Сын Твой уславил Тебе. Ты дал Ему владу над усіляким телом, как Он дал життя вечное усім, кого Ты дал Ему. А вечное життя у тим, как спознали Тебе, одиного правдивого Бога и того, кого Ты послал, Иисуса Христа. Я уславил Тебе на землі, виконавши справу, якую Ти доручив мені зробити. А тепер Ти, Ойче, услав мене у собі хвалою, якою мел я у Тебе перед існуванням світу. Я обвестил ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені со світу. Яни були Твоїми, і Ти дав мені їх. І яни заховали Слово Твоє. Тепер яни познали, что все, что Ты дал мне, от Тебе походит. Бо Слово, якие Ты дал мне, я дал им, и яны приняли их, и заправды познали, что я вышел от Тебе, и поверили, что Ты послал меня. Я за их прошу, не за увесь свет, але за тых, кого Ты дал мне, бо яны Твои, и все мое это Твое, и Твое гэта мое. Я уславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да Цябе. Гэта Слово Пана. Хвала Табе, Христе. Можна сесці, калі ласка. Просто будете некалькі экспериментов приготовал, а потом не ходить и не турбовать вас. Сегодня мы почули пригожий текст. Коли человек, что с его непокоить, якаясь справа, якую сам не может вырашить, альбо якаясь страшная ситуация здарилася, тогда мы приходим до кого-то ксяндза, каб што помолился за вас. Так само, калі штосьці у нас ізноў ідзе не так, калі мы маем, можа, важны экзамен, можна якісьці выезд, можа, якісьці вылет, тады мы таксама прыходзім да каго? Да бабушкі, дзедушкі, да бабулі, дзядулі, каб яны таксама помолиліся. Чаму? Бо яны уже, можа, на пенсіі, маюць больш часу посвячаюць молитве, и мы верим, что Бог их в особливый способ выслухоўвае, бо яны уже приближаются до Пана. Але сённяшняе Евангелие
мы пачулі, што трэба прасіць, каб за нас маліўся Пан Jesús. Не толькі да Яго маліцца, але прасіць, каб Ён. У Святым Пісанні написано, Иисус Христос говорил, коли узойду на небо, просите у меня мое, а я выпрошу у Отца тое, что треба, тое вы и атрымаете. И тому это вельми важный сенс нашего життя. А сегодня нам потрібно, как вы были наполнены чимось незвичайним. Маю тут така две шклянки. Маю еще ротные напои. Что это такое? Вода. Квас, хатний, темный, хлебный смак. Так написали смак хлебный, не видел, что он там есть. А не видел, есть. И так мой микрофон разражается. Допустим, не видно чему-то, буду шукать другие. И вот, когда мы в эту шклянку нальем воды, то скажите мне, что мы из этой шклянки можем выпить? Воду. Логично, так? Добро. А когда мы в эту шклянку нальем квасу холодного, следов не только что, посмаковал бы теперь, да, такая жара. Вот нальем квасу. То что мы из этой шклянки выльем? Квас. А что, коли мы с этой баночки, что тут такое? Ой, кажется, вы все ведаете, сразу оживились. Квас так квас, вода водой, а не кока-кола. Без кока-колы наказание не уданное. Тады будем. Поэтому потом принесу я кока-колу. Секундочку. Пойду только вот этой квас. Я выйду. Неважно куда. И теперь, по-перше, как мы ведали, что в нашем сердце будет, то из нас будет вытекать. Будет добро, будет вытекать добро, будет вытекать вода, якая дає життя. Буде квас. Буде то, що заквашено, смуток якісь речі, как вы в житті наполнялись только и выключно добро. И как были начинами, кое предназначено для конкретных речей. Теперь сюда выливаем кока-колу. Там меня подманули. Продавали кока-колу. За ржой куплял. Может быть такое? Да. Пам'ятайте, что кожное начинание, якое для чогось предназначене, воно повинно выполнять функцию ту, для чого воно визначено. Коли в этой баночке написано Кока-Кола, то повинна быть Кока-Кола. Коли у вас написано, что вы люди, что ты человек, и что у тебя есть живая душа, якая кормится Христом, то ты являешься христианином. И мы сегодня хотим вас, кормиться Христом Евхаристичным. Вы собрали способ. Поменяю микрофон, может быть, в это легче. Вот и прерываем. По-перше. По-другое, добрые речи над ними треба шмат часу працевать. Шмат часу працевать, как что-нибудь доброе повстало. Бачите, тут что это? Цветок. Як он называется? Кветка. Нехай будет кветка, по-вашему. Ведаете, сколько она має годов? Ну, 3 годика має. Представьте себе, 3 годика росла. Такое, столько прием уход. Не любит вспомнить сквозняковый, сквозняк сразу падает. Любит воды шмат пить, чистой, конечно, не кока-колы и не пепси. А зараз вам принесу что-то, что має ще цікаве. С другой закресты, потому что все закончилось. Что это такое? Это пассажир. Пассажир. Знаете, сколько он рос? Нет. Месяц. Да. Год тому назад, перед нашей проверкой, я усилку придумал.
Пошел вчора косить, гляжу, вырос, думаю, от яка казання моя виросла. Ха-ха-ха. Поглядите, як зло хутко росте, тяжко його тут випадати. Треба заливати якимись кислотками, ну і так буде рости, корни запускає. А такой, как походил и сломалось, сразу вырвал. Вы сегодня с раницы себе специально одну веточку оставил, как вам показать. Деревца, якої користі виросте. У нашій святині стоять, маю надію, що успіє побудувати таких часу, які на виросте. Але буде пригожостю. Гэта да нічого не служить. Гэта да нічого не служить. Дык вось, памятайте, тое, што пригожае, што добрае, то треба шмат змагацца. Сколькі вы гадоў вучылись на першай камуніі? 2 гады? Обалдеть, хто вас толькі мучыў? Я толькі 3 месяца, і то не цэлае. А вы 2 гады? 2 гады на камуніі? 3-4, о, хто больше? Хто дасть больше, то і выйграе. Ну не, уже там как бы думать не треба. Еще 5 годов. 4 года. Ну, это был первый класс, другие, третий, четвертый. Так, бачите. Вот это дело, что вы видите. Такое маленькое. А зло, оно постоянно будет у нас возрастать. Его не треба подливать, не треба за ним назирать. Его само вырастет. Потом треба брать снова леску, косу, альбо топор и вырубать эти галинки, какие туда есть. Пригоже, я как бы вижу такие пасторы с собой. Веточкой куста. Уже подкармливать его не буду. Так вот, столько я вам наговорил. Хочу, как мы углядались у тое, что доброе. Есть такая байка, не байка, а поведание про журавля и лебедя. Певного разу зустрелся журавель и лебедь. И лебедь пытает у журавля: ты откуда тут? И он говорит: я с неба прилетел. А як там в этом небе? Пригожость якая, лепота-то красота, як бы хтось сказал. Пригожие дома, спокойствие, маестат, все радуются, веселятся. А лебедь пытает у журавля: а скажи, а чи там слимаки есть? Нема. А лебедь говорит: да навошта мне такое небо? Так само и мы в нашем житті покликаны до чагосьці большага. Мы не узирались на то, что земское, а в першей черзе шукали того, что доброго. И еще одна приповесть того самого автора, який написал пригожу. Это психолог, який написал пригожие книжки, оповідання. Так само ни одна эта приповесть уратувала комусь життя, хтось хотів його на своє життя руку поднять. Про каменщика. Старого каменщика, який витесував з камня блоки, потом как будовать. И певного разу проходил праз гэты каменолом один человек. Подошел до першего каменщика и пытая: что ты робишь? Камни откуваю, видишь? Вот камни будут квадратные. Добро. Подошел до другого: а ты что робишь? Я выковываю камень, який буде вугільним камнем. Да, и он на что с тебе запотребный. Подошел до третьего: а ты что робишь? Той медленно отложил молоток, долото, снял перчатки, шапку, вытер себе пот, страхнул: я будую катедру. Разумеется, розницу между одним, другим и третьим. Третий чому так отказал? Бо моя цель, незвичайна цель. Він відає, в яким напрямку йде, він відає, що повстане. Другий виковує камінь вугільний. Він відає, що цей камінь буде важний. Але що на ним повстане, він не відає. А третій просто робить камні і не відає, навіщо цей камінь не буде потрібне. Це наше наставлення до життя. Хтось би сказав, як я запитав: ти чого сьогодні прийшов в костюм? Який говорить: а сказати: все шли, и я пошел. Альбо сегодня у моего сына, у моего дочки перша коммуния, вот и пришел в костел. Так, другая акция. Ты чего сегодня пришел в костел? А, у костелі такий супокой, Михаэльки пригоже спявають, Ксьонз Ян видурняється, так смішно говорить. И тому я только отчуваю такое спокойствие. Это другой человек. И третий человек: ты чего сегодня пришел в костел? У костеле
Я маю суодносини з Паном, який завжди на мене чекає і мене кохає. Він не тільки кормить своїм словом і хлібом евхаристичним, що мені дає надію і показує, що моє життя та чесне сучасного світу, воно не закінчується. Воно тільки розпочинає, бо біжить у початку нового, лепшого життя. Жадаю, діти, а ви так само умели приходить на эту святую имшу, на кожную святую имшу с запалом сердца, что мы тут отримаем намного больше, чем нам так здається, что мы 10 отдаем от себя. А вам, батьки, жадаю витримки у добрым выховании ваших детей, а так само витримки, как вы были верными до конца, пока ваши дети не осягнут 18 годов, до конца обещания, какие сложили на хросту. А они были такие, что обещаете, как ваше дитё заховывало веру, а так само любило Пана Бога и ближнего всем сердцем. Амен. Попрошу министрантов, как забрали, которые речи. Все остальные сети, дети тут не повстанут, дети повстанут, мы в этот час будем спевать песенку, будем запаливать за хвилинку свечки наши.
Видите, якую любовь нам дал Отец Небесный наш. Видите, якую любовь нам дал Отец Небесный наш. Любви, видите, якой любви. Любви, видите, якой любви. Повстаемся. Дорогие дети, незадолго после вашего нараджения батьки хростные просили для вас ласку Святого Христа и дали обещание выховать вас у веры и научить вас жить так, как належит Божьим детям. Теперь надышал час, как вы сами вызнали свою веру и выроклись зла. Учините это при запаленной пасхальной свече, так как это некогда учинили ваши батьки и хростные при хрещении. Тому питаюся у кожного з вас, чи виракаєтеся греху, каб жити у свободі дітей Божих? Виракаюся. Чи виракаєтеся усякого, що веде до зла, каб грех не панував над вами? Виракаюся. Чи виракаєтеся сатани, головної причини греху? Виракаюся. Чи вірите у Бога Отця Всемогутнього Створителя неба і землі? Вірю. Чи вірите у Єсуса Христа, Сина Його, одиного Пана нашого, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який у вас кров поверлих і сидить праворуч Отця? Вірю. Чи вірите у Духа Святого, святий костел католицький, єдність святих, отпущення грехов, у воскрешення тіла і життя вічне? Вірю. Во урочистий час першої святої комунії дайте, дорогие дети, Пану Иисусу обещания. Чи обещаешь святую веру завсёды верно вызнавать и заховывать? Обещаю. Чи обещаешь при допомозі ласки Божией верно заховывать Божие заповеди и костельные наказы? Обещаю. Чи обещаешь поглублять свою веру и регулярно удельствовать у святой мыши и каждый месяц приступать до святых сакраментов? Обещаю. Раз хрост вы стали святыней Бога, у знак подяки за все добродейство молимся разом. Дети повторяют за мною. Божа у Тройцы одины. Божа у Тройцы один. Перед Тобою у присутности Мати Божией. Перед Тобою в присутності Матері Божої. Усіх святых и наших ангелов-опекунов. Усіх святих і наших ангелів опікунов. И перед усими присутными у костёля. І перед усіми присутніми в костьолі. Мы урочисто обновляем свои обещания, Ми урочисто обновляємо свої обіцяння. даденные у час Святого Христу. Дадене у час Святого Христу. Дай нам, могутный Боже, свою ласку, Дай нам, могутний Боже, свою ласку. как мы стримали словы, Як ми стримали слово. и, дякуючи Твоей допомозе, І дякуючи Твоїй допомозі, дошли до вечной радости. Аминь. дійшли до вічної радості. Амінь. Медленно тушим свечки, ручкой притримываем, как не спалить нам каплицу и себе навзаем. Все потушили, добро. Тыя, хто мае молитву верников, запрашаем. Узнесем наши просьбы до Бога Отца, який запрашає нас до супольного стола своего Сына, как мы умацовали нашу веру и досягнули вечного життя. Боже, просим Тебя о бедности христианам, как вся земля в любови одним голосом прославляла Бога, Отца и Его Сына Иисуса Христа, у Духа Святым. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, просим Тебе за святого Отца Льва 14, усіх біскупів і святеров, а особливо за нашого ксенза Пробощаяна. Одари їх щедрими дарами своєї ласки. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, просим Тебя за нашу ветчину, как все ее жихары примкнулись до правды, ранней любови и супокою. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, просим Тебя за нас,
які сьогодні перший раз приймуть Єсуса у своє серце, каб споткання з Христом у Святої Комунії назавжди перемінило наше життя. Тобі просимо. Вислухай нас, Пане. Боже, просим Тебя за наших батьков, взрослых и выхователей. Узнаходь их працу и одари потребными ласками. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, просим Тебя за всех присутных на этой святой мши, в делу сегодняшней урочистости, поближе нашу веру и едность с Христом, присутным на святейшем сакраменте. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы и даруй сил, как умацовываешь пристане Твоего Сына сталостью веры и возрастанием в любови и ласке. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Теперь откроются дары. Добрий Боже, благодійний шипєшся святої комунії, приносимо наші особливі дари, які складаємо Тобі від чистого серця. Свечка, пам'ятка нашого хресту, жадаємо вместе по житті ячик віри і заховати чистость наших серців. Кветки, символ любові, доброти і пригожості, раз які хочу виразити нашу вдячність за життя, за наших батьків-вихователів і за кожного чоловіка, який допомагає нам бути близько Христа. Дар наших батьків для костьолу. Гэта подяка для всей парафіяльной сім'ї, за наше християнское виховання і приготування до святих сакраментів у соборності костьолу. Святое Писание. Желаем познавать Бога, прочитание Библии, как в нашем штоденном житті, виконувати того, чому нас навчає Костьол. Хлеб, через несколько хвилин, переменится в Твое тело, скрытое в белой гости. Перемени, Пане, наше сердце, как мы еще больше были подобные на Тебе. Вино і вода, які на алтарі стануть правдивою кров'ю Пана Єсуса, нехай нам припоминають красоту Евхаристії, яка відбудеться на виді святої мши. Стоял на сторонке 6. Боже, прими все, что приносим, благослови. Ты дал житье, Ты наш Отец, и свет скрывает молодое, вино и хлеб. Боже, прими все, что приносим, благослови. Мой Иисус, Ты наш Отец, и свет скрывает благодать, вино и хлеб. Боже, прими все, что приносим, благослови. Ты наш небесный добрый Отец, и свет скрывает благодать, вино и хлеб. Боже, прими все, что приносим, благослови. Ты дал житье, Ты наш Отец, и свет скрывает благодать, вино и хлеб. Боже, прими все, что приносим, благослови. Молитесь, как мою и вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и
всему костелу святому. Ласкавый Ojcze, при нашей молитвы и дарении мы так приносим, и правду дело евхаристичной от веры, приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Аминь. Слава Тебе. Богу серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Правды годна это и справедлива, слушна и злоговерна, как мы заўсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ojcze, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего, и Он после своего с мертвых повстания открыто з'явився перед усіми своими учнями, и на их очах узышел на небо, как мы могли удельничать у Его богоским житии. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анёлов разом с усими святыми śpiewaють Тебе им хвалы, неспинно ускрикаючи. Святий, 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 Бог всемогутний, притвори земля, полная хвалы Твоей. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершине. Хосанна, 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 Хосанна на вершине. Благословенный, кто приходит в имя Пана. Хосанна, 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 Хосанна на вершине. Хосанна, 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 Хосанна на вершине. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце i піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещается
powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, примолитву тела и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejny po всем świecie. Udoskonale go w любови, razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які постулили надею на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей отошел с этого свету, и дозволь им увидеть святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj nad усіми нами, как мы заслужили удел у житии вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Анной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным księdzом Брониславом Маркевичем и усими святыми, которые с веку подавались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Jezusa Chrysta. Раз Христос, Христом и у Христе, Тобе, Боже, Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia Paszana i chwała, razu się, jaki wieczny ja. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому полная удячности осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего скуденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое богатство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечернее Божию. Пане, я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Помилуй,
Спев на сторонце 6. Спев на сторонце 12. Ой, чорне сонце добрий, тебе покорно просим, раз твоего сына, дай нам знак любови, все дары отряды, чтобы далее приносим, и прими наш Пане, и благослови, научи нас любить, благослови, благослови.
Благослови, 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 благослови. Мы через солнце добрый, Тебе покорно просим. Дай нас сына, дай нас на любовь. Все дары оплаты, что мы Тебе приносим. Ты прими наш Пане и благослови. Научи нас любить, благослови, 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 благослови. Научи нас любить, благослови, 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 благослови. Спел на сторонце 18. Молимся. Выслухай ласкаво, выслухай нас, Боже наш Отца, и правду дел в Евхаристии мацуй нашей веру тое, что все тело Костела съеднается в славе с Христом Своим головою, и оки живей благодарить на веки вечные. Сядем. Запросим детей. Пане Єзу, ми великий радісний день, хочемо подякувати Тобі за те, що Він нас любиш і обдаруєш кожен день своїми ласками. От всього серця дякую нашому ксензу Яну за дар першої сповіді і першої святої комунії, за те, що през ваші руки приймаємо в серце Бога. Нехай Он сам благословить і одарить потрібними ласками і моці.
Ад усієї душі сердечно дякуємо нашим батькам, нашим бабулям і дядулям, що завжди старалися нам допомагати і пам'ятали про нас у молитві. Складаємо нашу подяку так само усім, хто допомагав нам підрихтуватися до гэтага дня. Щиро дякуємо нашим дорогим гостям і усім присутнім, що прийшли пережити нашу радість споткання з Ісусом. Дякуємо нашому хору за те, що прихожував сьогоднішню урочистість своїм співом. Нехай добрий Бог буде вам нагородити спільну молитву і підтримку. Великий дякую! Сёння наши бацькоўскія сэрцы перапаўняе асаблівая радасць. Нашы дзеці першы раз прынялі Езуса Хрыста. Разам мы прайшлі гэты цудоўны і часамі няпросты шлях. Паказвалі дзецям прыклад малітвы ў нашых сем'ях, спрыялі іх удзелу ў святой імшы, набажэнствах і занятках па катэхезе. Разам рыхтаваліся і хваляваліся перад экзаменам першай споведдзю. І вось разам стаім да гэтай святой імшы сэрцамі перапоўненымі ўдзячнасцю. Мы дзякуем найперш Пану Богу за дар нашага жыцця і жыцця нашых дзяцей, за парасткі веры, якія з яго дапамогай будуць узрастаць і даваць плёны. Шчыры дзякуй святарам, якія ўчора прымалі першую споведь. Дзякуем вам, паважаны ксёндз Як, што дапамагалі нашым дзецям адпусціць грахі і дазволілі прыняць у свае душы праўдзівае цела збаўцы. Дзякуем вам, сестра Ганна, што 2 гады рыхтавалі да гэтай падзеі на занятках па катэхезе, за апеку, за прыклад веры і адкрытае сэрца для кожнага маленькага верніка. Спадзяёмся, што гэтае першае спатканне прынясе плён у наступных сустрэчах і прысутнасць Бога ў сэрцы пераменіць іх жыццё, працу і навуку. Пастараемся, каб кожную нядзелю разам з дзецьмі прыходзіць на святую імшу, каб у ёй прымаць поўны удзел. Няхай Бог, даўца ўсялякага добра, благаславіць вам за ўсю працу і дапамогу. Дякую Пану Богу, вже не один раз прогучала, але ніколи завала хвали для Пана Бога. Але гэтай песні, якою ми співали, табе хор анёлаў співає песні хвали, сапраўды. Нехай гэты хор анёлаў співає ў нашым жыцці постоянно, гэту песню хвалы, каб мы могли прославить Пана усім нашим жыццём. Нехай ваше жыццё, дзеці, будзе таким пісьмом до Пана Бога, якое спадабаецца і калісьці закончыцца словам Амен, бо здзейснілі тое, для чаго мы былі пакліканыя і выканалі на такі результат, як маглі гэта учыніць. Дзякуй вялікі бацькам вашым, якія вас падрыхтавалі, прыводзілі сюда, каб вы прыгатаўліваліся да сакраментаў пакаяння і эўхарысты. Дзякуй вялікі яшчэ раз ад імя парафіі і свайго сестры Анне за прасвечаны час, таксама для вас. Дзякую усім тым, хто прычыніўся для прыбірання гэтай капліцы прыгожай. Яна такая белая ніколі не была. Трэба будзе маляваць, як я паглядзеў на эту тюль, трэба будзе перамаляваць, бо она ўся закапцілася ўжо. Но нічога, гэта закопчана малітвамі. Свечкі паліце і малітвы ўзносяцца, і часамі копцяць нашу капліцу, але гэта нічога страшнага. Якісьці спосаб Пан Бог дасць, і мы пабудуем. Дзякуй вялікі вам, бацькі, за дар на костёл, на алтарь. Год тому назад мы набыли уже пианино Ямаха, якая тут стоит P222-25 у колеры чорным, колонки 5 Вт, и это я вам рассказывать, треба шукать. Еще раз удалось японскую снести, между глазами проехала. Ну так что, такой способ. Что в наступном году поглядим,
что удастся перевести, то и закупим на дар подяки за вашу памятку, за першей коммунии. Так само. Нехай добрый и милосердный Пан всем обдячить. И вам, дорогие гости, что вы прибыли в нашу парафию, поглядеть на эту скромную. Мы так у тесноте, а не у семье, как вы видели. Так тесно, али так твоего же кожного другого один одного зная. И каждый знает, что кому болит, и какие парфумы кто знает. Что это не так, это так само. Мы так близко, мы так напали, как в каплице. Дякую великий нашей Александре, фотограф, яка так само нас тут упеншає і упам'ятняє ті події, які тут відбуваються. І маю надію всім за всю службу літургічну, яка так само сьогодні прибула, у нас свята Мша була така целебрована, не тільки що Мша святая, але целебрована з асистою міністранською. Нехай добрий і милосердний Пан взяти ще так само Михайлика ще раз, бо як не вони, там ви самі туди, тільки так помолилися, не тільки так помолилися, аж помолилися. Але пісня, хто співає, то і 2 рази молиться, а хто фальшує, то і 5, і 10 разів молиться. Так что это так. Так, объявы короткие. В понедельник вспомнить святого Яна Павла I, Яна I, Папу, в пятницу вспомнить святой Риты от справ безнадейных. Раз весь месяц мая после святых имшев вечеров отправляем набожество майовое, а так само открываем уновление перед посланием Духа Святого, так само после святой имши у 19. Раз все лето святой имши дитячей 12 године не будет, что не означает, что не треба приходить у костел. Есть другие имши. 6 червня в Буславе отбудется День дитяти. Процессия Божьего тела улицами города Минска Золотой Горки плануется на 7 червня. Сегодня святая коммуния, как вы ведаете, кто считал анёлку подчас широкого гору, сколько их насчитали? А треба было молиться, а не считать анёлку, много шуток. Но это правильно, что считали. Треба было молиться. Так, а не ведаете, что вас 30, то вам не треба было считать. И батьки так само ведали, сколько детей поступало до коммунии. Так, дякую батькам за то, что давали своим прикладом и приводили своих детей еще раз на занятки по религии. От понедельку, дети, для вас розпочинається Білий тиждень. Подчас Білого тижня будемо відомо, що робити. Будемо молитися разом, але так само будемо тримувати якісь пам'ятки, які зв'язані з першою святою комунією, зараз Божою Христі. Коли хто не зможе, там, відомо, може якісь екзамени, якась наука, якісь танці, тролянці, тоді можна буде по цій речі плести в другий день, як з'явилися ви, а їх одобрати. Добре? Вот с вами так остаются там некоторые, не лежат, их собирают, и насобирают столько, что вам как раз хватило уже на 100 ходов. Не треба ничего куплять, каждому грошу душами собирали, жартуй, конечно. Так. Сегодня 3-я неделя месяца, дякую за всех рядок, я складены подчас сегодняшней святой, что помолимся за всех вас, за всех, кто святкует день народжения, именины, юбилеи, кто народил, або чекає дітей, за добродеїв, передавців. Кожного з нас отдадим под опеку Матери Божией. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погоршай молением нашим. Веру всякой злой приходы, добавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша. Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Теперь еще за хвилинку короткий план отбудется посвящение памяток, ежели что кто-нибудь что принес, как подарить детям, отбудет теперь посвящение этих памяток. Затем уделю благословление, после благословления мы с сестрой раздадим памятки, какие для детей, относно Святой Коммунии. А после этого песни на заканчение, коли заспеваемся разом, будет фотоздымок супольный. Мы, дети и сестры, и сестра законная, а затем, коли кто жадает, фотоздымки семейные. Такая махшимость так само присутствует. Пан с вами. Да помога нашего имени Пана. Молимся. Благословленный Ты, Пане Боже Всемогутный, все, что Ты створил доброе,
прославляем Тебе и дякуем Тебе, просим Тебя, благослови все эти памятки, какие мы связаны с Шестой коммунией, ружанцы, крыжики, медалики, книжки, молитовники, образики и все речи, какие будут нам припоминать, что сегодня мы приняли первый раз Иисуса Христа. А дари кожного, кто будет из их Христа, попереди молиться, потребными ласками у дорозе на святости. Франц Христа, Пана нашего. Аминь. Аж з вами. Похилите ваши головы на благословление. Усемогутный Бог, нехай благословить вас. Бо сегодня Его одинородный Сын взошел на небо, как вы могли прийти туды, где Он пробывает в славе. Христос после своего с горных повстания з'явився своим учням. Нехай Он будет для вас литостивым судьёю, коли придет судить живых и померлых. Христос сядить праворучайца, нехай Он одурить вас радостью своей присутности, бо обещал, что будет с вами до конца свету. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите в покое Христа. Святый Архангел Михаил, держи нас в условании, будь с нам обороною, супроть спокусы и ласкам злого духа, покорно просим, нехай вознищит Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекло шатана и інших злых духов, які нас будучною спаститься. Аминь. Знаменник Шабунов. Марьян Владимирович. Максимилиан. Константин. Мария Лужинская. Мария Лаврик. Аня Купченко. Владислав Качук. Мария Конова. Дания Швейцар. Вика Суркова. Ксения Геннадьевич. Андрей Глушаков.
Артем Кожжан. Дарина. Богдан Демон. Макар. Каролина. Миша и Маша Платон. Ярослав Друзин. Богдан Михайлович. Артем Данилович. Артем Бычков. Федор Кайнович. Валентин Мирон. Тимофей Колецкий. Артем Козырев. Женя Владислав Газин.